Вы оживили, если такое вот интересную свежую струю в нашу работу. Спасибо вам. Так, теперь я хочу предоставить слово Антонию Игоревичу Дулевичу, руководителю миссионерского отдела Кызыльской епархии, с темой «Опыт миссионерской деятельности в Туве». Пожалуйста. Да, пожалуйста. Христы благословите, честные отцы, дорогие братья и сестры. Немножко пару слов о себе. Я являюсь миссионером, живу в Туве более 10 лет, сами с Воронежа. Кто не знает, что такое Тува, Тува — это передовой регион России. Она занимает первое место по убийствам, по изнасилованиям, по туберкулезу, по бедности, по медицине, только с конца первое место. Она была присоединена к СССР в 1944 году. Значит, 330 тысяч жителей примерно в Туве, из них 90%, даже больше 90% это тувинцы, и большинство из них исповедуют буддизм. Но буддизм номинальный, потому что если мы с тувинцами не общаемся, тувинцы говорят, мы спрашиваем, веришь ли ты в Бога? А они говорят, да, мы буддисты, мы верим в Бога, хотя мы знаем, что буддизм отрицает существование Творца. И вот хотелось бы рассказать об опыте нашей миссионерской деятельности. Дело в том, что еще 10 лет назад в Туве был стереотип такой устойчивый, что православие — это религия русских людей, и все. В храмах не было тувинцев, но милостью Божией сейчас бывает богослужение тувинцев больше, чем русских. То есть как бы, за 10 лет ситуация коренным образом изменилась. Если вкратце о деятельности сказать, основной для нашей деятельности мы считаем прямое свидетельство, когда мы идем туда, куда нас не ждут. Миссионеры ходят по квартирам у нас, в том числе и прихожане ходят по домам, везде, где только можно. Вот. И это свои плоды приносит, но приносит плоды не сразу, приносит плоды через годы, через 6 лет. Вы спросите человека, а как вы в храм пришли? А вы что, забыли, вот вы 6 лет назад ко мне домой приходили. Вот, то есть, вот так вот. Если говорить о переводах, то переводами тоже мы стараемся заниматься. Литургия на тувинский язык, она была переведена давно, но людьми очень церковными. Мы редактировали вместе с прихожанами, с переводчиком в течение 3-4 лет. Литургия служится, можно сказать, регулярно, периодично, но регулярно. Переводим мы святоотеческие творения, закон Божий.